Теперь относительно суфизма. Здесь сказано о том, что некоторые обвиняют нас в суфизме. Обвинение в суфизме – это чересчур сказано, так как суфизм – это не является каким-то проступком. Если кто-то кого-то обвиняет в суфизме, то он обвиняет его в том, что он стремится достичь степени ихсан. Потому что мы знаем, что ислам имеет три основы. И это исходит из хадисов пророка, алейхиссаляту вассалям, то есть иман, ислам и ихсан. Касательно имана возникла наука акида, относительно ислама возник фикх, а для изучения ихсана возникла наука тасауф. Некоторые называют эту науку таскиятун нафс, или ильмус сулюк, или же наукой достижения ихсана. То есть учение, основанное на духовном очищении, очищении сердца, усердствование на пути очищения нафса от скверных качеств. Наши ученые усердствовали на этом пути и после себя оставили достаточные знания, которые способствовали появлению науки тасауф. Тарикаты в тасауфе – это личная практика ученых на этом пути, их опыт и пути передачи своих знаний. К примеру, шейх постоянно читал определенные аяты из Корана, делал определенные зикры, и это положительно влияло на очищение его нафса. В последующем он рекомендовал своим ученикам почаще читать эти аяты и зикры. Таким образом формировались тарикаты. Тарикаты – это как мазхабы в фикхе. Конечно, среди них есть группы, которые ошиблись в некоторых вопросах, но отрицание суфизма, только глядя на них, проявление невежества. Тот, кто отрицает суфизм, отрицает третью основу религии, ведь суфизм – это борьба, усердие на длинном пути достижения ихсана. Однако необходимо оговорить один момент, когда некоторые вещи, не имеющие никакого отношения к суфизму, выдают как суфизм. Например, вопросы вероубеждения, вопросы управления Аллахом делами Вселенной или сотворения Вселенной. Когда мы начинаем говорить об этом, и они углубляются в физику, начинают рассуждать о том, каким образом распространялся нур Аллаха и что возникло в результате этого, и так далее. В сущности, это не имеет никакого отношения к суфизму и к очищению нафса. Некоторые представляют такие умозаключения, как обязательные условия суфизма, и утверждают, что отрицать их – это отрицание всего суфизма. Разумеется, это большая ошибка. Поэтому мы должны отличать истинный суфизм от псевдосуфизма, потому что в настоящее время псевдосуфии распространяют среди людей ложные доводы, не имеющие основания в Коране и Сунне. В целом, суфизм призывает людей к богобоязненности, к поиску и накоплению полезных знаний. Но, к сожалению, в наши дни начали появляться псевдосуфии, распространяющие ложные сведения и вводящие людей в заблуждение. Они утверждали, что якобы в 2012 году наступит конец света. Они запрещают получать знания своим ученикам, говоря, что знания вводят в заблуждение. Следовательно, мы должны уметь отличить истинный суфизм от таких групп, прикрывающихся суфизмом и распространяющих клевету на истинный суфизм. Отрицание всего суфизма только из-за ошибок 2-3 людей – проявление невежества. Это подобно тому, если бы человек начал отрицать весь фикх только из-за ошибочного мнения 1-2 ученых, или начал отрицать всю акиду из-за заблуждения 1-2 групп.
Поэтому суфизм – это не проступок, а наоборот, часть нашей религии. Ты хоть называй его суфизмом или каким-то другим названием, дело не в названии, а в его сущности, в деяниях человека на пути усовершенствования своего имана, очищения сердца и духовной составляющей. Шейх Аль-Бути сказал: ты можешь назвать это, как тебе хочется, но дело не в названии, а в содержании. И мы должны это понимать. Наоборот, если человек уделяет внимание своему внутреннему миру, называя его суфием или кем-то еще, это достойно похвалы.